Читаем газету «Канаш» от 6 марта 2020 года под номером 17. Статья под названием «57 счастливых лет». Если вы хоть однажды задавались вопросом, какому стоматологу доверить свои зубы, то очень часто получали ответ: Алевтине Николаевне Филипповой, потому что профессионал высокого класса, потому что богатый опыт, потому что очень обаятельная, улыбчивая женщина, такая, что нисколько не страшно. Сейчас Алевтина Николаевна не практикует, но ее благодарные пациенты продолжают ей звонить, консультироваться, получать отдельные советы, просто рассказывает о себе. С ней есть что обсудить. Алевтина Николаевна очень интересный человек, активный член клуба «Надежда» и родник, увлеченный садовод, большая мастерица и рукодельница. Вышитые ею картины не раз украшали городские выставки. Она мама, бабушка, подруга. Но, кажется, самая главная ее миссия – жена. Эти два имени, Алевтина Николаевна и Виктор Михайлович Филипповы, воспринимаются только как одно нерушимое целое, красивая, добрая семья. Война. Я родилась в русской деревне Корезино 22 апреля 1942 года. Роды принимала бабка-повитуха в избе за печкой. Как мы оказались в Чувашии? Мамочка моя Мария Антоновна, родом из Украины. В голодные годы ее мама, моя бабушка, спасая семью от голода, решила перебраться в Сибирь. С большими узлами в одной одежде, в другой обувка, ехала в переполненном поезде. Разговорилась с попутчицей: «Куда едете?» «А нам в колхоз нужны рабочие руки». Подалась уговором, вышла на станции Канаш. Мои родители поженились за 2 недели до начала войны. Папа Николай Александрович Пипков защищал Москву. В один из боев его контузило серьезным ранением в ногу. И снова вмешалась судьба. Его вместе с сотнями раненых везли на поезде в тыл для дальнейшего лечения. Отец не мог ходить, лежал практически в забытьи. И вдруг на какой-то станции слышит разговор: «Какие женщины за окном? Платья в оборках. Ребята, такая-то моя родная Чувашия. Садите меня с поездом». Так папа оказался в канашском эвакогоспитале. А после лечения мама забрала его домой. Спустя несколько лет, когда мы с семьей вернемся с места папиной службы, и встанет вопрос, в какой школе мне учиться, я твердо сказала: только в той, где был папин госпиталь. В школу пошла в папином десантном шлеме и с его полевой сумкой. Военный городок. Но сначала мы жили в военном городке в Люберцах, а позже папу, действующего офицера десантных войск, направили на службу в Белоруссию. Сначала в Полоцк, потом в Витебск. В Полоцке мы снимали комнату у поляка. Напротив его дома была лесопилка, где работали пленные немцы. Они приходили к нам, чтобы обменять консервы на яйца и молоко. На всю жизнь я запомнила их глаза, полные тоски и боли. Они ласково гладили нас по голове. Наши худые плечики сжимались от напряжения. Смешанные чувства переполняли наши детские души. Было жалко этих потерянных людей, и мы понимали, что перед нами враги. Витебск запомнился мне полигонами, оборонительными дзотами, куда мы тайком забирались, несмотря на строгий запрет родителей. Вкусной глиной, которую мы добывали в воронках, и с аппетитом ели, и с чудной молодой учительницей. Бетти Михайловна учила нас чистописанию, а мы смотрели на нее влюбленными глазами. Такой она была нарядной, женственной, очень красивой. Врач. Есть такая расхожая фраза: «В детстве у меня не было детства». Но ведь правда не было. Когда папу наконец демобилизовали, и мы приехали в Канаш, на меня, как на старшую, обрушились заботы о младших, сестре и братишке. Хлопоты по хозяйству, родители строили дом. Папа уезжал на заработки, мама поехала за ним. Почти год я справлялась совсем одна, поэтому сразу после школы пошла работать секретарем в медучилище. Хотя в школе была отличницей и комсомолкой, активисткой, и успешной спортсменкой. И вот однажды к нам в училище приехал главный стоматолог республики Алексей Григорьевич Григорьев. Он набрал будущих студентов для зуболечебной школы, которая открывалась в Чебоксарах. Спросил меня: «Пойдешь?» И я пошла. Успешно сдала экзамены, во время учебы вступила в партию. После окончания в 1963 году стала работать зубным врачом в городской больнице. Но чуть раньше произошла необыкновенная встреча, которая определит всю мою судьбу, просто станет моей судьбой. Виктор. С Виктором, студентом худграфа, мы познакомились в Новый год, встретили праздник в одной компании, а потом оба решили пойти домой. Виктор меня проводил. Кажется, мы больше не расставались. Решили пожениться, чтобы избежать моего распределения в Йошкар-Олу. Помню, как мы с девочками пешком добрались до дворца бракосочетаний с водопроводной улицы. Как после регистрации перешли через дорогу, чтобы сфотографироваться с соседним фотоателье. Как нарядный в белом платье Виктор в костюме сели в рейсовый автобус до Канаша. Сидели, счастливо улыбаясь, не замечая ничего вокруг. Когда спустя 2 дня родители нас спросили: «Где же чемоданчик с вашими вещами?», мы поняли, что чемодан благополучно забыт в автобусе. Так в любви и бесконечной радости прошли 57 наших счастливых лет. Поздравляем Алевтину Николаевну с Международным днем зубного врача, который отмечается
отмечается 6 марта и с Международным женским днем. Текст написала Светлана Кузнецова, читала Ирина Константинова.